В зоне ответственности Александры Тимоховой уникальное сооружение 20 века. Гидротехник вот уже 50 лет наблюдает за техническим состоянием плотины первой в мире гидроэлектростанции на вечной мерзлоте. Ответственность на нас очень высокая, и это понимают все работники и нашего цеха, и всего каскада Вилюйской ГЭС, потому что от нас зависит, будем так говорить, жизнь. Даже не только работа промпредприятий, но и жизнь во всем западном районе. Поэтому, конечно, а как не гордиться результатами своего труда? Вилюйское водохранилище работники станции между собой называют морем. Уровень воды искусственного моря постоянно регулируется. Эти зрелищные кадры сняты во время весеннего водосброса. Открытие своеобразных ворот сегментного затвора весом более 500 тонн является долгожданным событием для жителей поселка Чернышевский. Территория, с которой собирается вода в Вилюйское водохранилище, составляет почти 140 тысяч квадратных километров. На этой площади свободно уместились бы Бельгия, Швейцария и Нидерланды вместе взятые. За полувековую историю гидроэлектростанция выработала порядка 110 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Кроме жизни населения, от ее работы зависит вся алмазодобывающая промышленность Якутии. От Айхала Удачного на севере до Передуя и Ленска на юге и западе. Вилюйская группа улусов сейчас переходит на электроотопление. Это тоже дает нам выработку, но и накладывает определенные обязательства по надежности. Уникальный – самое подходящее слово для описания этого энергообъекта. Здесь часть сооружений вырублены прямо в скале. Один из них – машинный зал первой ГЭС. Говоря словами самих энергетиков, это сердце станции. Именно здесь рождается электроэнергия. За это отвечают 4 агрегата. Работники гидроэлектростанции шутят, что в машинном зале можно проводить соревнования по бегу на королевской дистанции. Длина коридора составляет около 100 метров. Кроме больших агрегатов, здесь место нашлось и редким для Якутии растением. Зал украшают деревья лимона и мандарина. История появления экзотических фруктов уходит в 80-е годы. За это время в Машзале появился свой мини-сад. Коллектив под руководством Виктора Гусарова гордится другим символом. Эти часы всегда показывают одно – 19:57, время запуска первого агрегата. Ответственность, конечно, большая, потому что отвечаешь полностью за работу своего оборудования. И как бы переживаешь за него, и выходные дни бывают, вызывают, что если какой-то сбой происходит. Простые люди здесь не задерживаются. Впрочем, спустившись на глубину 28 метров в шахту гидроагрегата, мы поняли, что увиденное ранее – это лишь верхушка айсберга. Именно в этой точке происходит превращение энергии воды в энергию механического вращения на валу, которая, в свою очередь, вращает ротор и вырабатывает электричество. Дальше в дело вступают специалисты электротехнического цеха. Разряженный воздух, запах озона и звуки электричества. В таких условиях работают те, кто доставляет свет потребителям. Распределительное устройство Вилюйского каскада тоже исключительное. Оборудование находится в закрытом помещении, что облегчает работу энергетиков в зимний период. Здесь всегда сохраняется микроклимат. Какая бы ни была погода на улице, здесь всегда или минус 20, или плюс 20. Это все от специфики работы выключателей воздушных. Мозг станции – центральный щит управления. Из этого зала Николай Демченко и его коллеги ведут круглосуточное наблюдение и оперативное управление всеми процессами на каскаде. Элементарно перепутать два ключа, и они выполняют абсолютно разные функции. То есть можно как бы набрать нагрузку, можно отключить генератор. Также вот на этих двух мониторах. То есть можно нажать одну кнопку, а укнется потом всему району. Сегодня бесперебойную работу гидроэлектростанции обеспечивают около 300 человек разных профессий. После трудового дня мужская часть большого коллектива собирается в местном спорткомплексе. Энергетики входят в число лучших спортсменов поселка и района. Вот уже много лет они возглавляют рейтинги в настольном теннисе и футболе. У нас ежедневно проводятся тренировки. То есть по расписанию работники у нас, именно расписание стараемся под работников ГЭС, поскольку они составляют основную массу посетителей. Так что жизнь у нас спортивная кипит, и, надеюсь, она не будет угасать никогда. 8 утра в поселке Чернышевский. Автобус забирает очередную смену рабочих. И так каждый день по 3 рейса туда и обратно.
Слесарь Анатолий Перелыгин ездит по этому маршруту вот уже 34 года. На каскаде работают его дети. Она нас и кормит, и одевает, и обувает. Она действительно градообразующий или поселкообразующий, как правильно сказать. Предприятие основное. Если бы его здесь не было и поселка, в принципе. В ближайшей перспективе Западный энергорайон ожидает объединения с единой энергетической системой России. Резервные мощности каскада Вилюйских ГЭС обеспечат электроэнергией новые месторождения алмазов, нефти и газа. Сила воды и сила людей Вилюя снова открывают возможности. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, поселок Чернышевский, Мирнинский район.